Ингушетия готовится второй раз принять чемпионат России по альпинизму в техническом классе, который проходит у подножия горы Цейлом. А спустившись вниз, наша съемочная группа встретила еще одну команду из Красноярска. Этот суровый край воспитывает немало профессиональных альпинистов, поэтому представлять его на чемпионате приехали аж 3 команды. И пока одни готовятся совершить тренировочное восхождение, другие просто наслаждаются горными пейзажами. Ожидания от чемпионата самые позитивные. Вчера вечером приехали на место. Были здесь в прошлом году, все знакомое, все как и раньше, также хорошо, удобно. Сейчас пока отдыхаем, собираемся для тренировочных восхождений. Погода, мы приехали, можно сказать, на курорт, потому что у нас сейчас сегодня в городе минус 45, вот, а здесь солнышко светит, прекрасная погода пока что. Вот, прекрасная стена, прям завораживает и будоражит. А вот и наша знакомая по чемпионату в скальном классе. Марина Попова уже была в Ингушетии в прошлом году. Теперь планирует попробовать свои силы в более суровых погодных условиях. Альп-связка из 3 человек, в числе которых и Марина, готова к старту на все 100%. Сейчас пока погода просто прекрасная. По сравнению с нашей, домашней. Вообще, в Таиланд приехали. Прогноз не очень хороший, конечно, на ближайшие дни. Надеемся, что все будет хорошо. Тем более, что дома мы тренировались в основном по заснеженным скалам. То есть ничего нового не будет для нас. Я впервые вижу эту стену, она очень сильно впечатляет, и маршруты очень интересные. Я думаю, будем выбирать то, что нам по силам. Я думаю, тут любые маршруты нам по силам. Мы рассчитываем в 3 попасть, в общем, на чемпионате. А там как сложится, уже и погода может повлиять и очень сильно. И расклад между командами может сильно повлиять. Место расположения альплагеря выбрано просто идеально. В отличие от других регионов, здесь тратить много сил на подъезд к подножию горы не нужно. Сейчас все подготовительные вопросы решены. Установлены палатки для участников и судей, готов пищеблок, в котором альпинисты смогут отведать блюда, в том числе и ингушской кухни. Учитывая опыт в организации соревнований всероссийского масштаба, все должно пройти на высшем уровне. Примерно от 16 до 18 команд мы планируем, где-то участников от 80 до 100 человек. А в этом году впервые будет участвовать и команда нашей республики, это очень приятно. И в дальнейшем весь лагерь, она по поручению главы будет стоять у нас до мая месяца, она будет здесь стоять, присутствовать. И у нас есть договоренность с Федерацией альпинистов России, что еженедельно сюда будет проезжать альпинисты, шурмовать наши горы, будут подниматься. Пока одни пытаются разглядеть команды, что уже на стене, Назир Чиниев берется за бинокль. Несмотря на свой юный возраст, он уже увлекается альпинизмом и совершает свои мини-восхождения по снегу. Команду из Красноярска тренирует опытнейший альпинист Валерий Болезин. По его словам, в призерах команда просто обязана быть даже при худшем раскладе. 17 маршрутов, 5 первопроходов. Эти цифры команду из Красноярска только мотивируют. Погода сейчас пока хорошая. Какая будет на чемпионате, неизвестно. Прогноз дела, в общем-то, неблагодарно, он может и не совпасть. Но если такая погода будет, то, в общем-то, это замечательная погода пока. По ним информация, уже есть какие-то данные о скорости прохождения, рейтинг у них более точный уже. До старта чемпионата всего несколько дней, и чем плодотворнее это время израсходуют альпинисты, тем лучший результат они смогут показать на стене. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24.